Некоторое время назад произошло такой показательный инцидент или случай. Один известный проповедник, лектор, провел лекцию о том, какой должен быть муж. Встреча состоялась, кому-то понравилось, кому-то нет. Видео сняли, выложили в Ютубе. Жены тоже посмотрели, женам понравилось. И кто-то из жен, соответственно, своим мужьям это предъявил, что вот Хадрат сказал так, ты это не делаешь. И когда была заявлена вторая лекция, некоторые из мужей этому лектору позвонили. Вплоть до того, что лектор сидел такой, думал, у меня даже желание было рассказывать, проводить или не проводить. То есть позвонил, сказал, не рассказывай, пожалуйста, про то и про то. Встреча состоялась, лекция прошла для сестер, и тут тоже были недовольны. Некоторые сестры вышли, что я должна быть как служанка, прислуживать своему мужу, быть такого не будет. И вот пример того, как на сегодняшний день ислам стал игрушкой в руках мусульман. На сегодняшний день мы вертим наши религии по своему нафсу. На сегодняшний день, да, проповедники, они стали как певцы. То есть мы заказываем, вот этот певец мне не нравится, мы его слушать не будем, я закажу вот этого певца и заказываем, ты сегодня будешь рассказывать про это, про другое мы слушать не хотим. И мы слушаем лектора или проповедников уроки, которые близки не нашей религии, не нашему иману, а нашему нафсу. О, это что-то много рассказывает про права жены, я его слушать не буду. О, этот рассказывает много про многоженство, я его слушать не буду. Но это наше отношение к нашей религии. На сегодняшний день мы играем законами Аллаха, религии Аллаха, как хотим. Кто-то дал своей жене 3 развода. Согласно шариату, он ее не может вернуть, сколько бы никах он ни читал, пока она не выйдет замуж за другого мужчину, и он ее не разведет. Все хазраты, 90% ему сказали, что нельзя, он ищет хазрата, который ему разрешит. Подожди, вопрос в чем? Ты хочешь жить по законам Аллаха или хочешь найти человека, который разрешит тебе сделать то, что ты хочешь? Я хочу слушать музыку, я ищу фетву ученого, который это разрешает. Я хочу курить, я ищу фетву ученого, который разрешает курить, хотя 99% считают, что это харам или макрух. То есть сегодня мы следуем не религии пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы следуем за своим нафсом, находя мнение каких-то ученых, сильные они, слабые, мы не смотрим, на какие далили они основываются. Мы находим оправдание своей прихоти, своим желаниям. И мы начинаем уподобляться прежним народам, которые часть религии брали, часть религии оставляли. И об этом Аллах Субхану ва Тааля сказал в суре Корова 85-86 аят. Неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую часть? То есть вы будете часть брать Писания, книги Аллаха одну брать, а другую отвергать. Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор в мирской жизни, а в день воскресения они будут подвергнуты еще более ужасным мучениям. Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете. Они купили мирскую жизнь за последующую. То есть они купили эту дунью, продав ахират. Их мучения не будут облегчены, и им не будет оказана помощь. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит о наказании тем, кто сделали свою религию игрушкой в своих руках. Вот это мне нравится, я это приму, а с этим я не согласен. Вот это мне не нравится. Вот я не согласен, что муж должен содержать свою жену. Пришел брат, разговаривал, он говорит, но это же несправедливо, почему я должен содержать, платить за коммуналку, за еду, это вместе с женой нужно делить. Я говорю, брат, Аллах решил, Аллах приказал, это ты муж, ты содержишь, это на тебе возложено Аллахом. Здесь нет твоего нафса. Хочешь, не хочешь, считаешь ты правый или нет? Или сестра, я считаю, что неправильно, что можно иметь 2, 3 или 4 жены. Тебя не спрашивают, Аллах разрешил, это в его видении. Но на сегодняшний день мы следуем за своим нафсом, уподобляемся вот этому кауму. И делая тафсир этого аята, говорят то, что здесь приходит аят касательно 3 племени, иудейских племени, которые жили в Ясрибе. Это Бану Курейза, Бану Надыр и Бану Кайнуха. В Ясрибе, это бывшее название Медины, было 2 арабских племени, Аус и Хадрач.
И, соответственно, эти три племени иудейские, они подписали договор о взаимопомощи. И когда эти два арабских племени друг с другом воевали, соответственно, племена иудеев, которые подписали договор, они тоже воевали друг с другом, тем самым нарушая закон Торы, убивали друг друга, выгоняли друг друга, нарушая закон Торы. Но когда подписывался договор, они выкупали и отпускали пленников, уже выполняя закон. То есть мы часть религии принимаем, часть религии оставляем. Да, я мусульманин, но сейчас намаз уже можно не читать. Да, мы мусульмане, но хиджаб это изжитки прошлого. То есть мы часть религии берем, часть религии оставляем. Понятно, что в вопросах взаимоотношений мужа и жены это не так ярко, что между тем человек, который оставил намаз или хиджаб. Но в то же время наше отношение к религии. Наше отношение, если далиль есть, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, нужно делать так, мы это принимаем. Мы не должны, вот это мне не нравится, мы это не будем слушать. Это наши отношения. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, беспрекословно подчинялись аятам Аллаха субхану ва тааля и сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В Коране, суре Ниса, 59 аят, Аллах субхану ва тааля сказал Аллах: «О те, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь Его посланнику». Это приказ Аллаха субхану ва тааля. Для нас возложено подчинение. Что бы ни пришло, мы должны говорить «сами'на ва атана». Мы услышали и подчинились. В другом аяте Аллах субхану ва тааля говорит: «Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не изберут тебя судью, возникающих между ними спорах. И потом, главное, и потом не будут ощущать в душе своей никакого неудобства от того, что ты решил, и подчиняться этому полностью». То есть ты попросил фетву, что он сказал: нет, брат, 3 развода ты дал, все, она свободна, ты не сможешь ее вернуть. Ты подчинился спокойно, здесь не должно быть недовольства, что это несправедливо. Или: брат, ты должен содержать свою жену. Хорошо, я подчинился, но в душе у меня чувство, что Аллах несправедливо поступил. Нужно было вместе платить за коммунальные услуги. Аллах субхану говорит, в сердце не должно быть неудобства от этого. Мы приняли все со спокойной душой. Аллах субхану и ученые сказали касательно того, что к чему бы пришел этот аят. Приходит Урва ибн Зубайр, сын Зубайра ибн Ауама, о том, что в Медине у каждого была земля. Все выращивали финиковую пальму, и, соответственно, был один источник воды, откуда, соответственно, поливали, может, в Средней Азии, может быть, знаете, то есть по рыку течет, сначала один участок, потом второй, и потом третий. И вопрос полива, когда поднялся, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал и этим двоим, когда Зубайр пришел с одним человеком из Хариджа или Хиры, он сказал: «О Зубайр, орошай сначала свой участок, а затем посылай воду своему соседу». То есть сначала ороши, а потом отправь, пусть сосед тоже орошает. На что этот человек сказал: «О посланник Аллаха, это решение потому, что он сын твоей тети? То есть ты несправедливо поступил, то есть потому что он твой родственник?» Ему показалось, что это несправедливо. Он проявил недовольство с решением пророка, саллаллаху алейхи вассалям. На что лицо пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потемнело, и он сказал: «О Зубайр, ороши свой участок, а затем придержи воду, пока она не заполнит огород, а потом открой воду своему соседу». То есть ему хватит, и ему хватит. Но человек проявил недовольство с решением пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И Зубайр говорит: я считаю, что именно по этому поводу был ниспослан этот аят. Если Аллах приказал, мы принимаем, и в нашем сердце не должно быть недовольства с этим. Нам не должно казаться, что несправедливо, что мужчина содержит жену. Нам несправедливо, что может быть 2 жены, или в другие вопросы в шариате. Если Аллах приказал, мы подчиняемся. Нас не спрашивают. Если Аллах приказал, пророк приказал, наше мнение не спрашивается. Наше мнение, мы должны это понять, наше мнение не спрашивается. Аллах субхану ва тааля об этом говорит. Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора. Выбора нет. Как у одного было написано, ученого, есть выбор перед тем, утром ты чай выпьешь или кофе. В вопросах религии нету выбора. Аллах приказал, мы говорим: «Сами'на ва атана», мы услышали и подчинились. Нет выбора при принятии им решения, если Аллах и Его посланник уже приняли решение. Если Аллах и пророк решили, все, мы говорим «сами'на ва атана», мы услышали и подчинились. А кто ослушается Аллаха и Его посланника, то впал в очевидное заблуждение. Аллах сказал 5 намазов в день. Мы говорим «сами'на ва атана». Аллах сказал в Рамазан 30 дней его разу держать. Мы говорим «сами'на ва атана». Услышали и подчинились. Аллах сказал закят заплатить. Мы говорим «сами'на ва атана». Я считаю это несправедливо. Я считаю это не...
Понятно, что когда человек говорит, я еще не готов, я стараюсь к этому, но я не лезу в вопросах, можно это, нельзя, подходит это или не подходит. Был случай, именно вот пример отношений сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, приходит от Абу Хурейры. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был ниспослан аят, Аллах говорит, Аллаху принадлежит то, что в небесах и то, что на земле. Обнаружите вы то, что в душах ваших, или станете скрывать, то есть у тебя что-то в душе, в голову что-то придет, какие-то мысли, останутся ли они в мыслях, или ты об этом скажешь, все равно потребует Аллах отчет за это. То есть мысль какая-то пришла в голову, сказал ты ее или не сказал, Аллах обязательно с тебя этот отчет спросит. И сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, опустились на колени и сказали: о посланник Аллаха, сначала на нас было возложено то, что нам по силам, молитва, джихад, пост, садака, но теперь тебе был ниспослан этот аят, в котором говорится о том, чего мы делать не сможем. Здесь не вопрос «не хочу», не вопрос «мне не нравится», не вопрос «недостоин». Даже вопрос, вот сестра приходит, говорит, я хочу с мужем развестись. Почему? Он меня не удовлетворяет, не дает мне развиваться. Сподвижница пророка, саллаллаху алейхи вассалям, хулюк, когда произошел, что она сказала, какая была причина? Она сказала: я Расулуллах, я его не люблю. Я его не люблю, и я боюсь, что я не смогу выложиться на 100%, оказывая ему почет, оказывая ему подчинение, оказывая ему уважение, и потом Аллах меня за это спросит. Ее не интересовало, что я не могу развиваться, что он мне не нравится, что я буду терпеть. А то, что Аллах с меня спросит, почему ты его хак не выполнила, а по причине моих отсутствия этих чувств я этого не смогу выложиться. Они за ахират болели. И здесь сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пришли и сказали, что нам это не нравится, я считаю это несправедливым, я считаю, Аллах не прав. Нет, они сказали: я Расулуллах, мы не сможем это сделать. И даже тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: неужели вы хотите сказать нечто подобное тому, что до вас говорили обладатели обоих писаний? Мы слышали, но не повинуемся. Самина ва асайна. Мы услышали, но подчиняться не будем. Нет, говорите, мы услышали и повинуемся. Прости, Господи наш, тебе решать. Тебе решать, не мне решать, не я решаю. Можно это, нельзя. Буду я это делать. Тебе решать, ты создатель. Я махлюк, я созданный. Я создан для поклонения. И моя цель – доставить довольство Аллаха. Кто я, чтобы здесь решать за Аллаха, справедлив он или нет? Аллах Субхану ва Тааля сказал, Аллах запретил себе несправедливость и запретил ее любому кому-то другому. Аллах справедлив, его качества справедливы. И кто мы обвинить его в том, что это несправедливо, то, что Аллах не может это сделать? Говорит, мы услышали, сами'на ва атa'на, прости, о Господи наш, тебе решать. Тебе решать. Что скажешь, мы подчинимся. Будет тяжело, мы подчинимся, тебе решать. И после этого сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, прочитали это дуа. И был ниспослан следующий аят, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: посланники и верующие уверовали в то, что было ниспослано ему от Господа. Все уверовали в Аллаха, в его ангелов, в его писания и в его посланников. Не делаем мы различий между кем бы то ни было из посланников его. Они говорят: мы услышали и повинуемся. Прости, Господи наш, тебе решать. И после этого был ниспослан следующий аят, мансух, аят, который удалил хуком прежнего. Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме того, что ей по силам. Ей то, что она приобрела, и против нее то, что она приобрела. Они говорят, то есть аят не способ того, что если мысли к нам пришли в голову, и после этого не было ни слов, ни дела, Аллах за это с нас не спросит. Аллах сделал мансухом, стер хуком прежнего аята, потому что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказали: сами'на ва атa'на, мы услышали и подчинились, о Аллах, тебе решать. Мы просто, прости нас, мы подчиняемся. И Аллах смягчил им. И дальше Аллах говорит: Господи наш, то есть говорит дуа этих сподвижников: Господи наш, не взыщи с нас, если мы забыли или ошиблись. Он сказал да. То есть Аллах сказал да, простил. Господи наш, не возлагай нас такого бремени, которое возложил ты на живших до нас. И он сказал да. И Аллах сказал да. Господи наш, не возлагай на нас также и того, что нам не вмочь. Он сказал да. То есть ответил на это дуа. Избавь нас, прости нас и помилуй нас. Ты наш владыка, помоги же нам против людей неверных. И он сказал да. У нас должно быть понимание. Если Аллах и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, решил, нас не спрашивают. Хотим мы это, не хотим, нравится нам или не нравится. И вот в этом подчинении и есть покорность, которую мы оказываем Аллаху Субхану ва Тааля. Если мы ее не
Каким? Мусульманин, тот, который подчинился, дословное значение, подчинился. Тебе решать, Аллах тебе решать, не нам. Если ты сказал так, мы это принимаем, и мы будем это делать. Поэтому мусульмане, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, всегда говорили, если что-то приходило, говорят, сами'на ва атана, мы услышали и подчинились. Поэтому, если что-то приходит в аят, возможно, нам тяжело это принять, но мы должны стараться, что это Аллах, Он Создатель. Он отправил нам свою религию, свои законы. Этот мир действует по законам Аллаха Субхану ва Тааля. Если мы хотим достичь прощения Аллаха Субхану, достичь Его милости, мы должны жить по этим законам и Ему решать, а не нам. وأقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه وأقيم الصلاة.